В эфире новости и главные события к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Число выздоровевших в Якутии от коронавируса за минувшие сутки превысило количество заболевших. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны стартовало сегодня. Инициатор Лебединого озера в Якутске призвал посетителей пока не беспокоить птиц, так как они еще не оправились от зимовки. Еще 36 действующих пожаров региону принесли минувшие сутки. Согласно информации авиалесоохраны, сейчас в Якутии действует 92 природных очага на площади 710 тысяч гектаров. Активное горение происходит более чем на 1000 из них. Между тем, силами почти 500 человек и 50 единиц техники удалось ликвидировать 7 природных очагов. Работы по тушению продолжаются близ поселка Черский Нижнеколымского района. Сначала группа работала в составе 4 добровольцев и 3 спасателей. К вечеру вчерашнего дня подоспели 8 добровольцев Арктического колледжа народов Севера и аэропорта Черский. Работы велись на 2 участках. Однако огонь по верхушкам деревьев перешел дорожную насыпь и движется в сторону высоковольтной линии, которая обеспечивает энергоснабжение поселка. Число выздоровевших в Якутии от коронавируса пациентов за минувшие сутки превысило количество заболевших. 79 человек выписались из больниц, либо завершили амбулаторное лечение. Показатель заболеваемости же сегодня равен 72. Из них 60 новых заболевших в Якутске, 4 в Нерюнгринском и единичные случаи в других районах. Общее количество больных COVID-19 с начала пандемии вплотную приблизилось к 4000. Глава Якутии в ходе брифинга отметил, что возникают новые очаги заражения через семейные контакты приезжающих в районы из Якутска. Кроме того, по-прежнему много людей находятся в тяжелом состоянии. 30 человек, 12 из которых на аппаратах искусственной вентиляции легких. Практически все с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Хочу сказать, что нам все-таки удается стабилизировать ситуацию по районам. Хотя, конечно, есть случаи появления новых точек заражения, связанных, опять же, исключительно, в первую очередь, с завозом из города Якутска через родственников, через приезжающих немобилизованных, через детей, приезжающих к родным на каникулы. Возникают новые очаги. Но при этом хочу отметить уверенную работу оперативных штабов на местах, которые, работая вместе с оперативным штабом республики, достаточно быстро эти очаги ликвидируют. Коэффициент распространения инфекции у нас несколько сократился. Если неделю назад у нас был там 1,2, потом 1,1, в районе единицы выше, то сейчас за последние дни он сократился до 0,87. Но при этом мы должны понимать, что о снятии второго этапа ограничений в тех районах и городских округах, где действует режим полной самоизоляции, мы можем говорить только когда этот показатель стабильно уже в районе 0,8. Поэтому, к сожалению, пока еще мы этого предела, за которым по указаниям Роспотребнадзора мы можем начинать снимать ограничения и входить в второй этап, мы, к сожалению, пока не можем. И здесь, конечно же, надо, еще раз повторюсь, и на местах, и в городе всем строго соблюдать и противоэпидемические меры, санитарные меры надо соблюдать. Ну и, конечно, те меры ограничительного характера, которые на этих территориях действуют, конечно же, должны будут строго соблюдаться. Теперь узнаем об эпидобстановке в Алданском районе. Я передаю слово нашему корреспонденту Руслану Павлову. Ситуация в Алданском районе по коронавирусной инфекции стабильная. Оперативную информацию доложит главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Алексей Викторович, какова у нас оперативная обстановка? Заболеваемость продолжает регистрироваться, носит локальный характер, контролируемый. На сегодняшний день обсерваторы у нас пустые, всех практически выписали. Продолжается лечение лиц с пневмониями. Также состояние 3, правда, тяжелое, но на сегодняшний день имеется тенденция к улучшению состояния их здоровья. Продолжаем работать. Круг контактных у нас очерчен, четко отрабатываем. Что с промышленными производственными предприятиями, у которых были вспышки на отдаленных участках? С уверенностью можно сказать, что на одном из промышленных предприятий вспышка погашена, на втором локализована. Завтра будет проходить совещание по рассмотрению вопроса снятия карантина с этого объекта.
До 26 июня главой республики был у нас продлен масочный режим и меры безопасности. Будут ли послабления со следующей недели? Надеемся, что будет. У нас нет массовых заболеваний. Я еще раз повторюсь, что у нас и заболеваемость носит локальный характер. Но такая ситуация у нас в Алданском районе. Мы следим за ее развитием. Нерюнгринцы снова попались на крючок мошенников. Уже известная схема лжесотрудников банка до сих пор актуальна. Какими данными орудуют проходимцы, чтобы войти в доверие, и каких сумм лишились нерюнгринцы, расскажет Александра Цыбикова. После хищения средств карты 24-летняя нерюнгринка обратилась в полицию. С рассказа потерпевшей неизвестные представились сотрудниками «Газпромбанка», клиентом которого она является. Ей сообщили о попытке хищения средств и запросили данные карты. Однако девушка засомневалась. Но опытные мошенники предложили перевести звонок на главного по службе безопасности банка. И уже другой лжесотрудник, орудуя анкетными данными, как дата рождения и адрес проживания, легко ввел девушку в заблуждение. И когда сообщили мои контактные данные, я поверила, что это сотрудники банка. И чтобы, как они сказали, сохранить свои денежные средства, я должна сообщить им код, который придет на мой телефон. Я сообщила, и у меня сняли 300 тысяч с моей карты. Второй потерпевшей стала 31-летняя жительница Нерюнгри, которой также позвонили псевдосотрудники банка. Ей сообщили, что ее мобильное предложение взломано и что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Он вежливо объяснил о необходимости установки предложения TeamViewer, через которое они подключатся к ее IP-адресу и сделают обратную переадресацию. Также аферист пояснил, что ей будут приходить СМС-уведомления о списании денежных средств, но это уже находится под контролем и все средства будут возмещены банком. На следующий день потерпевшая увидела СМС из банка, в котором сообщалось, что на ее имя оформлен кредит на сумму 260 тысяч рублей и списаны денежные средства в сумме 34 800 рублей. Женщина сразу позвонила по номеру горячей линии банка, где ей сообщили, что это были мошенники. К счастью, кредитными деньгами злоумышленники не успели воспользоваться, а вот собственных денежных средств девушка лишилась. Стоит еще раз напомнить гражданам пару важных правил. Сотрудники банка никогда не звонят по телефону, чтобы сообщить о несанкционированном списании, либо об оформлении кредита третьими лицами. Также не рекомендуется отвечать на звонки с неизвестных номеров, начинающихся на 8 495, либо 8 499. Берегите свои сбережения. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Мостовой переход через реку Алдан появится на федеральной трассе Колыма. Управдор Вилюй в рамках госпрограммы развития транспортной системы объявила тендер на ремонт дорожного полотна с возведением мостового перехода. Общая длина участков 24 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 111 миллионов рублей. Подрядчику к сентябрю 2022 года необходимо будет разработать проект планировки территории, межевания и материалы для выдачи разрешения на строительство. Заявки на участие в тендере принимаются до 15 июля. Победителя конкурсная комиссия определит 27 числа того же месяца. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны стартовало сегодня. Согласно постановлению Центр избиркома, участки будут открыты с 25 июня по 1 июля с 8 утра до 20 часов вечера по местному времени во всех регионах России. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем 7 дням голосования. Помимо голосования до основного дня, с 25 по 30 июня, у жителей есть возможность проголосовать и вне помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях, а также бесконтактно проголосовать на дому. Подать заявление можно в свою участковую комиссию до 17 часов вечера 1 июля. Члены комиссии придут домой гражданам с бюллетенями и переносным ящиком для голосования. Они сегодня утром открылись и принимают сегодня всех тех, кто желает проголосовать. Конечно, это один из важнейших моментов, и мы надеемся, что наши люди вот в период с 25 по 30, где дополнительные дни, которые были приняты Центральной избирательной комиссией, придут для того, чтобы проголосовать, значит, за изменения в Конституцию. Основной день – это 1 июля с 8 утра до 20:00, то есть практически голосование, учитывая вот эту непростую коронавирусную ситуацию, продлится в течение недели.
Более 70 учителей школ и преподавателей СУЗов Якутии получили удостоверение о прохождении курса финансовой грамотности. В этом году на базе финансово-экономического колледжа республики открылся первый региональный методический центр. Он является составной частью федерального методического центра по финансовой грамотности. Цель – создать в республике кадровый потенциал учителей, преподавателей, методистов образовательных организаций, а также эффективной структуры по поддержке деятельности педагогов. В данное время в связи со сложившейся эпидобстановкой бесплатные курсы по финансам проходят в онлайн-режиме. Мы с вами понимаем, что финансовая грамотность позволяет каждому человеку быть финансово благополучным и сохранять его благополучие на протяжении всей жизни. Финансовая грамотность позволяет грамотно распределять расходы, формировать свой собственный бюджет, не поддаваться на действия со стороны мошенников, планировать свои расходы, то есть сохранять свое благополучие и финансовую независимость на протяжении всей жизни. В центре у нас работают порядка 6 человек. Работа на удаленке и режим самоизоляции продолжаются и в Мирнинском районе. Рекомендовано сидеть дома и людям из группы риска. Но как не заскучать на самоизоляции? Разбиралась Оксана Мезенцева. Анжела Равильевна, вот по поводу путевочек вот этих вот, которые сейчас у нас на июль, на август. У меня есть заявочка на июль, на Прометей 2 штуки. Передать заявки на путевки в санатории, ответить на вопросы членов правкома, организовать молодежные акции. И все это не выходя из дома. 3-й месяц работника Хальского ГОКа Вера Ершова остается дома. Еще в начале апреля сотрудников комбината из группы риска отправили на самоизоляцию. По основной работе Вера в простое, а вот общественные обязанности никто не отменял. Молодая девушка на расстоянии успевает руководить советом молодых специалистов и профсоюзной ячейкой цеха. Скучать на самоизоляции Вере Ершовой некогда. Остается дома и полезное дело для себя всегда найдет. Осваивать новую духовую плиту, экспериментирует с рецептами. За время самоизоляции я приготовила немало блюд. Рецепты подсматривала в интернете. Какие-то нам рецепты понравились, а какие-то не очень, не удались. Надеюсь, в следующий раз, конечно, получится лучше. Самоизоляция и время для саморазвития. За 3 месяца прочла 10 книг. Тематика разная. Хочу порекомендовать книгу «7 навыков высокоэффективных людей». Эта книга мне помогла во многих отраслях. Ее советы очень полезны. Те, кто хотят добиться личностного роста, очень рекомендую. Также прошу людей, те, кто находится на самоизоляции, соблюдать ее, находить себе какие-то хобби. В любом случае нам карантин это дан для того, чтобы измениться, усовершенствоваться, возможно, и переосмыслить что-то. От ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса Вера Ершова не устала. Здоровье прежде всего, говорит наша героиня. На улицу выходит редко, за продуктами в ближайший магазин. Общественных мест избегает. Оставайтесь дома, берегите себя и близких. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Лебедей и уток выпустили в озеро Щорса в Якутске. Птицы всю зиму находились в помещении из-за нехватки света и свежего воздуха. Их состояние сейчас ослабленное. В связи с этим инициатор проекта «Лебединое озеро» Юрий Борисов призвал жителей и гостей столицы пока их не беспокоить. Птицам необходимо пройти адаптацию. Он добавил, что когда стабилизируется ситуация с коронавирусом, то состоится торжественное открытие, в рамках которого на озере планируется рыбалка. Всего летом этого года планируется выпустить порядка 60-70 птиц. Это черные лебеди, лебеди-крикуны, утки-мандаринки, дикие гуси и другие. И на этом пока вся информация. До встречи в эфире.